Особенно важна разъяснительная работа о причинах начала и целях СВО, потому что молодежь подвержена постоянному массированному влиянию в интернете, цель которого – настроить молодых людей против собственной страны и своего народа. Рустем Емалеев прекрасно понимает, какую политику ведут наши недоброжелатели, сколько денег на это тратят в надежде разъединить наше общество, создать хаос и растащить страну по национальным квартирам. Пул Емалеева, возможно, единственный из общественных организаций, кто серьезно занимается вопросами идеологического противодействия лживой западной пропаганде, сталкиваясь лоб в лоб с противником на просторах интернета. Социальные сети Пула Емалеева – это настоящий орешник правды, прицельно бьющий по всем деструктивным силам. Это поддержка верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, бросившего вызов мировому злу, и все общественные силы должны встать мощным заградотрядом против льющейся с Запада лжи. Активисты Пула Емалеева массово включились в процессы оказания помощи участникам СВО. Кто-то изготавливал маскировочные сетки, кто-то собирал медицинские аптечки, кто-то находил средства на протезирование, кто-то отправлял гуманитарные грузы на новые территории, а кто-то даже ездил с фронтовыми концертами. Вся татарско-тюркская общественность, находящаяся в орбите деятельности Пула, включилась в работу для фронта. Один только клуб врачей «Гиппократ», действующий в составе Пула 20 лет, дал СВО немало добровольцев из числа врачей и медицинского персонала. Ближайшие годы полны ожиданий, и главная надежда не только активистов Пула Емалеева, но и всей страны на победное завершение СВО. Будучи дальновидным политиком, Рустем Файзович уже сегодня думает о судьбах ветеранов СВО, которые победно вернутся с фронтов в мирную жизнь, и считает, что общественники должны содействовать им в процессах социальной и медицинской адаптации. Такую работу в команде Рустема Файзовича Емалеева возглавляет Альберт Емалиев, сын которого является героическим участником СВО. В текущем году Рустем Емалеев стал активно приглашать на проводимые им мероприятия украинскую молодежь Москвы. Он искренне убежден в необходимости объединения и сплочения братских народов, помощи в излечении от идеологической заразы, пустившей свои метастазы в сознание украинцев и изменившей их представление о добре и зле, в освобождении украинского народа от влияния деструктивных сил. Таким образом, Рустем Емалеев выявляет и сплачивает здоровые силы украинской нации во имя общего лучшего будущего вместе с многонациональным российским народом. В практической плоскости, к примеру, это проявилось на праздновании Дня города Красногорска, когда татарская автономия предоставила свою площадку для своего рода подворья украинцев, белорусов, прибалтов и поляков, где все вместе поют и пляшут народные танцы, а потом пьют татарский чай с чак-чаком. Сегодня в московском конгломерате никто не проводит такую работу, и в этом проявляется стратегическая мудрость Рустема Емалеева. Пул татарских организаций под руководством Емалеева не работает в отрыве от флагманов татарского мира, к которым, несомненно, относится возглавляемый Шайхразиевым Всемирный конгресс татар. Василь Габделгаязович проявляет буквально отеческую заботу в отношении штаба татар и Национального конгресса татар и тюркских народов. Он 150 дней в году проводит в поездках по регионам компактного проживания татар в организации их активной общественной жизни. Шайхразиев – непревзойденный лидер ВКТ, сформировавший высокопрофессиональный аппарат организации из числа уникальных специалистов.
Также конструктивные и плодотворные отношения сформировались у Пулы Ималеева и с полпредством Республики Татарстан при президенте России, которое проводит большую работу, связанную в том числе и с сохранением татарского языка и культуры. Такая работа не относится к прямым функциям полпредства и в основном проводится на энтузиазме его патриотично настроенных работников. Получить признание татарстанцам в московском татарском сообществе достаточно сложно. Это связано с тем, что оно сформировалось из выходцев других регионов – Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Республики Мордовия. Но, несмотря на это, Рустему Файзовичу удалось завоевать в Москве авторитет и получить влияние на татарскую жизнь большого московского конгломерата. За без малого 3 десятилетия организации татарской общественной жизни в московском конгломерате Рустему Ималееву удалось завоевать многие рубежи. Чего только стоит удержание интереса 100-тысячной публики к интернет-ресурсам с татарской и мусульманской тематикой, организация более 100 мероприятий в год, масштабные подписные кампании на татарские газеты и журналы, идти в ногу со временем и быть креативными для молодежи. Поэтому главная его задача из 150 членов сформированной им высокопрофессиональной команды – удержать эти позиции и развить стратегический успех, поддерживая боевой настрой легендарным приказом «Ни шагу назад». В жизни мы часто встречаем такие понятия, как призвание и предназначение. Призвание – это внутреннее влечение к какому-либо делу, а предназначение – это понимание своей жизненной миссии и цели. Сегодня мы через призму этих понятий говорим о хорошо известном человеке, значимом и авторитетном общественном деятеле, личности, влиятельной не только в Татарстане, но и в Москве. Речь идет об общественном деятеле, вложившем в свое дело огромный личный ресурс, в том, кто смог организовать и не 10 лет вести реальную и значимую не на словах, а на деле непростую общественную работу. Этот человек – лидер, который сумел объединить множество людей своими идеями и заботами обо всем татарском. Речь идет о Рустеме Файзовиче Ималееве. Это достойный сын татарского народа, который своей позитивной энергией, силой воли, врожденным талантом, умением видеть среди многого главное, умением находить пути решения сложных задач, обладая важнейшим талантом ладить с людьми, имея организационный потенциал, будучи человеком реального дела, являющийся, как говорят многие, человеком с большим сердцем и широкой душой, умеет объяснить и донести до каждого главное, что тревожит и волнует, на что человек ищет ответы. Таких немного. Такие люди все наперечет. Именно он, Рустем Файзович, тот, кто сегодня воплощает целеустремленный образ настоящего татарского общественного деятеля. И здесь важно, что этот человек неравнодушен к своей нации, к своей родине, к нашей общей великой стране России. Отцы-основатели татарского национального движения, организованного в Москве в послевоенные годы, завещали эстафету сохранения и развития татарской нации Рустему Файзовичу Ималееву, который десятилетиями достойно несет эту историческую преемственность и ответственность.